Степан Максимович Аржаков – выдающийся сын народа Саха. Наряду с Максимом Амосовым, Платоном Аюнским, Исидором Бараховым он стоял у истоков государственности Якутии. И за свою недолгую жизнь успел многое сделать для родного края. Степан Максимович Аржаков – это тот человек, который сыграл выдающуюся роль в создании нашей Якутской автономной советской социалистической республики. Человек, который первым доказал перед руководством страны, что Якутия должна получить статус автономии и должна стать республикой. Многие страницы жизни Степана Максимовича Аржакова связаны с Москвой и историей постоянного представительства Якутии. В этом фильме мы расскажем об исторических местах в российской столице, связанных с именем нашего легендарного земляка. Впервые 20-летний Степан Аржаков увидел Москву в 1920 году. В то время 22 участника революционных событий в Якутии из числа молодежи были рекомендованы на учебу в столице. Все, конечно, это были партийно-советские деятели, это были коммунисты, это были комсомольцы, все молодые. С ними, в частности, поехал, я хочу отметить, это Варвару Бубякину, это будущая супруга Степана Максимовича Аржакова, она фамилию мужа взяла. Это Габит Баширов, тоже татарский коммунист был. Для историков эта личность известна, может быть, среди широкой общественности имя его забыто. Поехал также Богдан Мельхиорович Чижик, в Якутске есть улица Богдана Чижика. Поехала туда Вера Семеновна Синеглазова, тоже известный большевистский деятель Якутии. Почему они поехали? Ленин, Владимир Ильич, вождь революции, председатель Совнаркома Якутии. Главный тезис какой у него был? Учиться, учиться и еще раз учиться. Такой лозунг был перед массами. И в августе 1920 года они пустились в долгое путешествие из Якутска в Москву. Путь был чрезвычайно сложным, длился примерно полгода, в течение многих месяцев. Это все путешествующие, все командированы, они вначале плыли на пароходе по реке Лене, потом пересаживались там кто на конным путем, на лошадях, на повозках, позже это на автомобилях, добирались до железной дороги. Потом через Транссибирскую железную дорогу. Тут надо учитывать, это 1920 год, это период гражданской войны, это боевые действия, это разруха, это голод. Это целое путешествие было. Было очень сложно добираться, потому что не хватало и продовольствия, и населения в ходе длительной в начале империалистической войны, Первой мировой войны, потом двух революций, потом гражданской войны. Это был хаос, это была разруха, и добираться было архисложно. По воспоминаниям Веры Синеглазовой, нас томило желание скорее увидеть Москву. Она была для нас далекой сказкой. Кроме того, все мы жаждали учиться, а втайне каждый надеялся увидеть там Ленина. Почти 2 месяца пути. Поезд еле двигался. Расписание не соблюдалось, но однажды утром мы прибыли в Москву на Ярославский вокзал. Впервые за все это время мы смогли вдоволь умыться у колонки, стоявшей во дворе. Наняли грузовое такси, лошадь, запряженную в огромную телегу. Сложили на нее все свои деревянные сундучки, а сами пошли рядом на Малую Дмитровку, в канцелярию Свердловского университета. С площади 3 вокзалов молодые люди с извозчиком могли доехать до Малой Дмитровки 2, видимо, путями. Это либо по Садовому кольцу, туда, вниз, либо на Мясницкую улицу, это поворот налево. Какой путь они выбрали, мы сейчас, конечно, уже не можем сказать. Возможно, когда-то какой-то документ и промелькнет. А пока очень интересная фотография Ильфа и Петрова, сделанная с этого места примерно, где виден часть дома на Садовой Спасской, 16,
виден, видно ограждение и видны деревья, которые росли во дворе этого дома. Виден поворот налево на Мясницкую, да, в Орликов переулок. И вот идет перед нами Садовое кольцо. Примечательно то, что в обоих случаях они проходили мимо площади Красных Ворот, где в будущем будет располагаться постоянное представительство республики. Если маршрут пролегал по Садовому кольцу, то якутяне непременно должны были пройти мимо здания на Садовой Спасской, 16, в котором с 1924 до 1938 года будет располагаться постоянное представительство Якутской АССР при ВЦИК. В середине 1970-х годов была снесена часть домов, мешавших прокладке Новокировского проспекта, ныне проспекта имени Сахарова. Не сохранился и этот дом. Однако представление о том, где именно он стоял, дает найденная нами фотография 1930-х годов знаменитого писателя Ильи Ильфа. Он сделал фотографию первомайской демонстрации с балкона одного из домов и случайно захватил дом на Садовой Спасской, 16. На фотографии видны дошедшие до наших дней дома по четной стороне Садового кольца. За высоким зданием на Садовой Спасской, 18, где сегодня располагается подразделение Минтранса России, просматривается домик. Стоящий в глубине двора, засаженного деревьями, видна чугунная ограда вокруг двора. Это и есть дом, куда через 4 года переедет постоянное представительство, и в котором будет часто бывать Степан Аржаков. Мы можем с уверенностью сказать, что здание, в котором с 1991 года работает постоянное представительство Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, заинтересовало молодых людей своим фасадом с необычными колоннами при входе. Здание было построено как доходный дом лесопромышленником Левиным в 1910 году. Первый этаж с большими витринными окнами в те годы предназначался под магазины. Молодым людям очень повезло. Именно в день их приезда в Москву, 2 октября, состоялось открытие 3-го Российского съезда комсомола в здании Коммунистического университета имени Свердлова в доме номер 6 на Малой Дмитровке. Свердловке, как называли его в народе. Мечта Степана Аржакова и его друзей сбылась. Прямо с дороги. Наскоро оставив чемоданы, они поспешили в зал. И вскоре, не веря происходящему вокруг, уже слушали выступление Ленина. Об этом событии сегодня напоминает памятная доска. Они попали в удивительное стечение обстоятельств, потому что в день приезда они прошли от вокзала сюда, к Коммунистическому университету, и оказалось, что тут будет выступать Ленин, то есть съезд молодежи. И таким образом это было, конечно, у них такое ликование, потому что они мечтали его увидеть, и так и получилось. Они прошли в зал, так как они были все необычно одеты, перед ними все расступались, они прошли в первые ряды, вот, и даже не заметили, как на сцене появился Ленин, и весь зал, конечно, окунулся в его слова, в его речь. Сегодня в этом здании размещается знаменитый театр «Ленком» Марка Захарова. Здание театра было построено для купеческого клуба в 1909 году. В 1914 к клубу была сделана пристройка, в которой в комнате под номером 25 будет жить курсант Степан Аржаков. В здании напротив, в доме номер 3, располагалась канцелярия Свердловки и общежитие для семейных студентов. Наставником якутских студентов будет назначена супруга Емельяна Ярославского Клавдия Ивановна Кирсанова, работавшая заведующей учебной частью университета. В Коммунистический университет имени Свердлова Степана Аржакова зачислили курсантом секции местного управления на 6-месячные партийные курсы. В этом здании располагалось правление Коммунистического университета и общежитие для холостых слушателей, студентов. А сколько лет было, когда впервые Степан Аржаков приехал в Москву? Да, это были молодые люди. Ему исполнился 21 год. Всего лишь? Да, да.
И приехали как раз его ровесники, то есть все очень молодые люди. Вот мы сейчас идем как раз по местам Степана Аржакова, потому что вот Дегтярный переулок, Малая Дмитровка, это все связано с его именем в первый приезд, когда он приехал на курсы в Коммунистический университет в 2020 году. Что касается Москвы, то они в их описаниях сохранился, вот они там описывают голод, нехватку вот этого продовольствия. Но все были молодые, задорные, веселые. Друг другу они помогали. Вот эти 23 якутянина, они все вместе жили одной общей семьей. Вот. Во время учебы они там сохранились данные. Вот. Их часто довольно привлекали на субботники. Вот как раз оттуда берет начало. Вот. Впервые там Владимир Ильич Ленин. Вот даже есть картина «Ленин с бревном», субботник. Это он был инициатором первого субботника коммунистического. И вот их, вот всех студентов коммунистического университета активно привлекали на субботники. Вот поэтому привлекали на собрания, на встречи. Мероприятий было очень много. А вот словесный портрет Николая Николаевича Захаренко, данный Степану Максимовичу Аржакову. Статный мужчина с красивыми чертами лица, с высоким лбом, обрамленным вьющимися волосами, вдумчивые серые глаза, переходящие в легкую синеву, и привлекательный взгляд располагали к нему каждого, даже тех, кто сталкивался с ним впервые. В ноябре 1920 года Степан Аржаков посетил собрание Московской партийной конференции, на которой выступали Ленин и Каменев. Именно тогда поднимались вопросы создания союзных и автономных республик и областей. 15 декабря начинал работу Всероссийский съезд заведующих отделами национальностей Наркомнатца. Землякам, оторванным от общественной и политической жизни в столице, Степан Аржаков тогда писал: «Там мы, якутяне, будем в качестве гостей, и результат работы сообщим. Уже некоторые народности получили автономию. А как же развиваться якутскому народу?» В декабре 1920-го Степана Аржакова вместе с Владимиром Веленским, Сибиряковым и Георгием Ефимовым делегируют от Якутии на 8-й Всероссийский съезд Советов. К тому времени в стране уже шел активный процесс автомизации территорий. Степан Максимович, он выдвинул идею, стал инициатором предложений, чтобы образовать, организовать при вот этом наркомнации особый якутский отдел. Вот. Ну, для чего нужен был этот специальный якутский отдел в Москве при наркомате? Это для того, чтобы разрабатывать будущие законопроекты, издавать литературу, это книги, это газеты, журналы на якутском языке. Ну, круг задач у него, круг функций был довольно-таки широким. Вот. Наркомнат в то время, это 1920 год, вот, бурлил отовсюду, вот со Средней Азии, с Кавказа, с Сибири приезжали многочисленные делегации с национальных окраин. И вот все просили, требовали новых полномочий, новых там прав по образованию этих национальных регионов. Это республик, округов и так далее. Студеным декабрьским днем 1020 года они посетили здание в Трубниковском переулке 19, близ Кремля, где располагался Наркомнатц. Стоя перед массивными дверьми, они ощущали волнение от осознания того, что именно им предстояло впервые начать разговор в центральных органах государственной власти о дальнейшей судьбе Якутии. Разговор состоялся. И 29 декабря в Якутск на имя Максима Кировича Амосова ушла телеграмма, что в Наркомнатце против якутской автономии принципиальных возражений нет. 27 января 1921 года Степан Аржаков относит в Наркомнатц письмо с описанием состояния хозяйства и культуры Якутии, ее национального состава, и ставит вопрос о необходимости создания якутского отдела при Наркомнатце, основной задачей которого стала бы подготовка к образованию Якутской АССР. 8 февраля 1921 года Степан Максимович Аржаков был назначен заведующим якутским подотделом.
Функции были очень широкие. Вот главной функцией было это составление вот этих законопроектов. Потому что до него никаких там документов ноль было. Он начинал с чистого листа, государственности не было. Раньше была там царская Россия, губернатор сидел, казаки, вот колониальная окраина, а здесь вот как раз это дело вот государственности, вот это все требовало интеллектуального труда, и вот у основ этой государственности стоял вот Степан Максимович. Как раз вот всю документацию он разрабатывал, плюс параллельно якутский отдел активно занимался изданием вот, литературы, это книг, это газет, это журналов на якутском языке. Тоже имело важное значение, потому что национальная школа, она тоже возникла вот в советский период, после революции. Этот якутский отдел очень много сделал тогда для нашей Якутии. Это своего рода вот как наше постоянное представительство сегодня. Став заведующим вот якутского отдела, вот, он по сути стал первым представителем Якутии в новой советской власти в Москве. Вот. И якутский отдел занимался, помимо вопроса автономии, снабжением товаров Якутии, поднимал вопросы открытия Якутии национальных школ, выпуском, значит, московских и Петрограде вот в типографиях книги вот по Якутии, то есть по экономике Якутии и так далее. Вот. И более того, значит, он очень много сделал, якутский отдел, и в первую очередь руководитель этого отдела Степан Максимович, когда вот Семен Андреевич Новгородов был направлен в Петроград для издания первого якутского букваря вот, на латинице. И именно благодаря большой поддержке и помощи якутского отдела и лично Степана Максимовича вот, этот букварь был издан. В начале июня 1921 года Степан Аржаков окончил учебу в Коммунистическом университете имени Свердлова и попросил коллегию наркомнации откомандировать его в Якутск. В Якутске началась активная совместная работа Максима Аммосова, Платона Аюнского, Степана Аржакова и Сидора Барахова по подготовке предоставления прав автономной республике. Степан Максимович Аржаков, он лично приехал в Якутию и стал объезжать лично улусы, вот, собирать митинги, собрания и разъяснять, что такое автономия, смысл перед населением. Население вообще ничего не знало, даже слова такого не знало. Вот, но вот и все его выступления были очень яркие, вот, и люди стали понимать вот, сущность вот этой автономии. Это очень важная работа была, такая пропагандистская, просветительская. Вот, и она крайне была необходима. Даже грамотных людей тогда, вот 100 лет тому назад, в Якутии было очень мало. Просто образованных, которые умели читать и писать. Поэтому тут он очень важнейшую работу провел. Ценой больших усилий 27 апреля 1922 года была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Постоянное представительство Якутской АССР было образовано месяцем раньше, 16 марта. В мае 1924 года Степан Максимович приезжает в Москву во второй раз на 13-й съезд РКПБ. Совсем недавно были найдены уникальные кадры делегатов съезда, снятые на балконе дворца. Многим известна фотография представителей от Якутии после окончания съезда, сделанная возле Большого Кремлевского дворца, где проходил съезд. На фотографии хорошо виден сохранившийся Архангельский собор Кремля. В 1926 году Степан Аржаков поступает в Институт народного хозяйства имени Плеханова на экономический факультет.
Однако в октябре того же года переводится в Московский промышленно-экономический институт имени Алексея Ивановича Рыкова, созданный в 1919 году, который занимался вопросами ускоренной индустриализации Советского Союза и развития принципов научной организации труда. Здание на Старой Басманной сохранилось, является объектом культурного наследия. В июне 2014 года было передано Высшей школе экономики. Это было счастливое время. На время учебы семья переезжает в Москву. В 1927 году в семье здесь родилась вторая дочь, Аида. В 1930-м сын Галилей. Годы жизни в Москве закалили, и дали действительно очень большое образование, большое, мировоззрение тогдашнее, вот именно Степану Максимовичу Аржакову. Вот. И будучи в Москве, он жил, на улице Садово-Спасской, в доме Садово-Спасской номер 16. Одним из первых, из народа Саха, из якутов, который получил высшее экономическое образование, которое, конечно же, ему помогло в будущем, когда он уже руководил рядом народных комиссариатов, и когда он был председателем Совета народных комиссаров Якутской АССР, то есть практически председателем правительства по сегодняшнему. Он был дважды председателем Совета комиссаров ЯССР. Подошли к концу года учебы в Москве. Удостоверение об окончании промышленного экономического института датировано 9 марта 1930 года. После окончания института Степан Максимович возвращается в Якутию, став одним из первых якутов с высшим экономическим образованием, и назначается наркомом снабжения республики. Максим Амосов, Исидор Барахов, Степан Васильев после 1928 года жили и работали в Москве. Земляки не теряли связь, всегда поддерживали друг друга. В дни приезда кого-то из Якутска, а позднее Максима Кировича из Казахстана и Киргизии, старались встречаться. Захаренко Николай Николаевич в книге «Эти прекрасные люди» писал, что они очень хорошо дополняли друг друга. Искрометный организаторский талант Амосова и уравновешенный аналитический ум Барахова, образный склад мышления Аюнского и дальновидный практический ум Аржакова, спокойная рассудительность Васильева. Все это в их совместной работе напоминало хорошо слаженный оркестр. Бывали они и у Максима Амосова, небольшая квартира которого располагалась на втором этаже дома на Манежной улице. Однако чаще в дни командировок в Москву они собирались в небольшой квартире у Степана Васильева на Спиридоновке, 26. В мае 2018 года на доме была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная Степану Васильеву. Причем двери были открыты для всех. Эта ситуация была несколько иная, чем сейчас. Это было нормой, когда, допустим, за общим столом собирались не только родственники, не только друзья, но и абсолютно незнакомые люди приезжали студенты. И, в принципе, было нормальным, когда, допустим, дома, в семье и приходили каждый день незнакомые люди. Как раз тогда знакомились, поддерживали друг друга, потому что продуктов не хватало, промтоваров тоже, это же гражданская война, только-только закончилась, поэтому эти связи, эти коммуникации, эта взаимопомощь играла колоссальную роль. Летом 1930 года после учебы Степан Максимович уезжает в Якутию. Дальше будут годы, опять наполненные громадным трудом во имя развития родной республики. В 1942 году жизнь Степана Максимовича Аржакова трагически оборвалась. Мы помним и чтим память о славном сыне якутского народа.
Спустя более 50 лет, с 1991 года, постоянное представительство Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации вновь обоснуется у площади Красных Ворот. 100 лет назад, проходя по Мясницкому проезду, наши земляки, конечно же, не могли предполагать, что когда-то в этом красивом здании с необычным парадным входом разместится поспредство родной республики. И что это место у площади Красных Ворот вновь станет уголком родной Якутии, как и в те далекие годы.